Управлением следчага комитета по Брестской области завершилось расследование криминальной справы о дочинении до 3 мужчин по обвинувачиванию у организации незаконной миграции. В ходе следствия было установлено, что 3 жителей Малорицкого района по заказу гражданина Украины в январе 2017 года оказали содействие гражданину России в незаконном пересечении границы из Республики Беларусь в Украину. 26-гадовый жыхар Маларыты подвозил на своей машине россиянина и 2 своих знакомых у лясны массив. Потом 2 жыхароў вёскі Ляхаўцы разом с мужчином, якому был заборонены уезд у краіну-суседку, пешу повинны были перасекчы мяжу, где знаходзіўся прымаючы бок. За такую дапамогу усім беларусам была абяцана грашовая ўзнагарода. Аднак усе ўдзельнікі крымінальнага ланцужка были затрыманы пограничными службами Беларуси и Украины. Кроме этого, в ходе следствия был выявлен еще один аналогичный факт. Значит, один из обвиняемых в апреле прошлого года по заказу того же жителя Украины оказал содействие гражданке указанного государства, который был запрещен въезд на нашу территорию, тоже в незаконном пересечении границы. У гэтым выпадку жанчына праз знаёмага звязалася з куратарам, які за аплату арганізаваў яе перамяшчэнне. Адзін з фігурантаў справы зараз знаходзіцца ў вышуку. Нягледзячы на тое, што ўсе спробы нелегальнай міграцыі рэгулярна перасякаюцца, жадаючых выпрабаваць удачу менш не становіцца. Только в июле текущего года на участке пограничного заставы Дивин пресечена попытка организации канала нелегальной миграции. Задержано 3 организаторов, которые в настоящее время содержатся в изоляторе временного содержания. В отношении их возбуждено уголовное дело. Задержаны граждане Пакистана и Бангладеш, которые искали лучшие условия жизни в странах Западной Европы. На сённяшні дзень матэрыялы крымінальнай справы ў адносінах да жыхароў Маларыцкага района перададзены ў суд. Паводле крымінальнага кодекса Беларусі парушальнікам дзяржаўнай мяжы пагражае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі да 7 гадоў.